Всем привет, друзья! В эфире Holiday Fashion, и сегодня с нами научный работник. Зовут ее Динара. Пойдемте знакомиться. Это вот я, Сулейман меня рукой, правда, закрыл. Спасибо ему за это. В составе сборной команды КВН КИПУ по КВН еще были времена. Добрый день, меня зовут Динара. Я являюсь аспиранткой, занимаюсь наукой. Так как мое все свободное время занимает работа и учеба, и я выделила время заняться своей внешностью. В двух словах охарактеризуйте свой образ, сами как считаете? Меня воспринимают очень скромный, воспитанный, положительный. Я, в принципе, такой являюсь, но мне хочется каких-то изменений и в образе, и думаю, что это внесет какие-то изменения в мою жизнь. Но вот, например, ваша прическа, у вас классные волосы, длинная коса. Откуда это стремление, желание? У меня у мамы с самой молодости тоже очень длинный волос. Да, у мамы. И, соответственно, наверное, это передалось мне. Динара – это ассоциация, эталон крымско-татарской девушки. То есть ее характерные черты лица, ее коса. Вот. Поэтому даже очень хорошо, что она обратилась на передачу. Менялся ли когда-нибудь ваш стиль? На самом деле мой стиль очень давно не менялся, так как это связано с работой. Больше работа требует того, что мы находимся в таком официально-деловом стиле, так как работаю в университете. Нельзя прийти сюда в цветной какой-нибудь там футболке или рубашке, или там очень короткой юбке. А в целом, скажем, большой очень широкий выбор всевозможной одежды, которая, во-первых, не нарушит дресс-код, а во-вторых, и подчеркнет человека с лучшей стороны, скорее всего, так. А какие-либо эксперименты с внешностью вы проводили? Нет, не проводила. Вообще никогда? Но немножко не решаюсь это сделать сама. А нам доверите? А вам доверю. Ну и зря. Каждому человеку нужен какой-то свежий глоток воздуха. Это так во всем. Это и в образе, в блюдах, в общении и так далее. И данное, скажем так, преображение, думаю, прежде всего пойдет на пользу. Динара, какая красивая коса. Не жаль будет расставаться с ней? Нет, вы знаете, нет, я очень давно с ней, и хочется преображений. Так что расстаться с ней, я думаю, я спокойно это сделаю. Ну, я не буду тебя пугать тем, что мы ее отстрижем совсем, потому что у тебя очень красивый, богатый волос. Его можно носить распущенным, просто нужно придать ему форму, чтобы ты могла ими наслаждаться, да, своими волосами, а не просто ходить ежедневно с косой. Могу сказать, что в принципе ты одеваешься правильно, но неинтересно. И сегодня мы попробуем внести немного яркости в твои повседневные образы. Хорошо, я готова. Владимир, ну что ж, у нас сегодня история с длинной косой. Казалось бы, ничего сложного, отрезала и иди дальше, но на самом деле, я думаю, тебе придется непросто. Да, хотелось бы еще сказать, что не только с косой, но еще и хной. А хна очень сложно выводится, потому что она покрывает волосы как стекло. Прости, сколько лет ты красишь хной? 2 года. 2 года на самом деле очень такой большой срок, потому что хна полезна только для корней, и желательно ее не наносить на длину, потому что она очень сушит волосы. Приступим? Анна, как известно, у каждого человека свои особенности строения лица. Что бы ты рекомендовала Динаре, исходя из ее особенностей? Да, Хальда, ты права. У каждой девушки свое строение глаз. Очень часто такое присутствует падающее веко, так называемое. Этого бояться не нужно. Это просто такая особенность. Тут главное сделать правильный макияж, подобрать, чтобы визуально распахнуть взгляд. Есть определенные табу, которых нужно избегать. Да? Это так называемые сатиновые тени, перламутровые, которые не стоит накладывать на верхние. То есть они будут еще сильнее Да, на верхнее неподвижное веко, да, его не надо выделять таким образом, а наоборот использовать матовые тени. Здесь очень хорошо подойдет техника исполнения макияжа, так называемый smoky eyes. То есть это не значит, что будут черные глаза. Как у тебя.
да, как у меня сегодня. На самом деле Smoky Eyes может быть абсолютно в любых оттенках, как и в нюдовых, так и в ярких. Это уже на ваш выбор. Сегодня я постараюсь это сделать. Динара, мы поговорили о твоих глазках. Я тебе хочу еще дать один совет. Вот техника макияжа Smoky Eyes, о которой мы говорили, да, ты можешь ее, в принципе, делать сама дома. Но единственный момент, очень важный, это делать правильную растушевку. То есть, чтобы не было так называемого эффекта панды, да, этих круглых глазок, нужно, чтобы тени в итоге сходили на нет. Тогда будет очень красивый взгляд. Как вас зовут? Гульнара. Гульнара, вы сестра. Да. Расскажите о своих ощущениях, о своих впечатлениях перед тем, как мы увидим новый образ. Я надеюсь, что образ будет очень яркий, весенний, свежий, романтичный. Угу. Скажите, а за что вы больше всего переживаете? Скорее переживаю за ее длину волос и цвет волос. За косу. Динара, конечно, очень смелая девушка. Она решила расстаться со своей косой, с которой прожила целых 7 лет. Интересно, какая будет реакция у ее гостей? Сейчас мы это увидим. Я надеюсь, что с новым образом жизнь Динары изменится в лучшую сторону. Но мы сделаем все, что можно. Я надеюсь на вас. Ну что, Халиде, все переживают за косу, за длину волос. Да. Ну что хочется вам сказать? После программы мы вам ее подарим. Дело сделано, друзья. Динара готова, и мы с нетерпением ждем ее появления в новом образе от Халиде Fashion. Поехали! Я очень удивлена новым образом Динарочки. Очень яркий образ, неожиданный для меня в первую очередь. Ассоциируется у меня с восточными мотивами и в первую очередь с кошачьими, наверное, как Багира такая восточная. И мне очень нравится. Динара, у меня к тебе всего один вопрос. Ты не жалеешь? Вы знаете, я тоже переживала о своей косе, но на данный момент я наслаждаюсь своим образом. Мы все переживали о твоей косе, раскрою тебе секрет, но я думаю, что теперь ты получишь удовольствие от своих распущенных волос и сможешь носить их не только заплетенными, но и распущенными и с различными видами укладок. Спасибо, что смотрели нас. Пишите свои впечатления в комментариях. И не забывайте, что принять участие в нашей программе может любой желающий. Отправляйте нам свои заявки. Ссылку на анкету вы сможете найти в описании к этому видео.